15 марта 2021 в Москве проходил общероссийский съезд «Опора России», на котором как раз этот вопрос стоял одним из самых острых. В частности, на данный съезд, в котором также мы приняли участие, был приглашен министр экономического развития Российской Федерации Решетников Максим Геннадьевич, который тоже озвучил о том, что недопустимо для малого и среднего предпринимательства повышать тарифы кратно и выше инфляции. И вот если возвращаться в Якутию, то действительно вот с марта месяца все предприниматели получили, скажем, такое письмо счастья о повышении тарифа на газ с марта месяца, с 8 числа. При изучении этого вопроса мы установили о том, что да, действительно в этом году для предпринимателей тариф на газ повысился фактически на 30%. За счет чего произошло это повышение тарифа? Мы не только посмотрели, но и направили запрос непосредственно уже в сам Сахатраннефтегаз, в результате чего это прошло. Сахатраннефтегаз обосновал это о том, что повышение тарифов появилось в результате включения в тариф амортизационных отчислений, и из-за этого якобы вырос тариф. Но изучая, получается, приказ УФАС за 2019 и 2020 год, мы видим о том, что в 2019 году у нас стоял единый тариф для всех, то есть, допустим, там было 3000. В этом же году у нас 2020 года почему-то идет такое, так скажем, разделение. То есть есть тариф для населения и есть тариф для иных потребителей, то есть это для предпринимателей. Если для населения у нас тариф вырос на 2-3%, то для предпринимателей тут мы видим кратный рост на 30%. То есть у нас что получается? В этом году вот за эти амортизационные отчисления должны заплатить именно предприниматели. Почему так произошло? Потому что повысить тариф для населения нельзя, потому что это регулируется законодательством, а вот получается на предпринимателях можно отыграться и все издержки повесить на них. У нас все взаимосвязано. Повысили тариф для предпринимателей, у предпринимателей повышаются издержки, эти издержки предприниматель может только переложить на потребителя, то есть на население. Опять же, это выльется в росте каких-то цен, услуг и так далее. То есть, это все равно это ударит окончательно по населению. Кроме того, это же получается, мы видим о том, что такая появилась интересная порочная практика, да? То есть, на газ мы сегодня разделили тариф, завтра мы разделим тариф по электроэнергии, потом разделим тариф по водоотведению и так далее продолжим. И мы увидим просто кратное повышение по другим тарифам. Почему предприниматели так возмущены кратным повышением тарифа на газ? Потому что действительно газ это было, так можно сказать, отдушина, в которой можно было найти экономию, и это было более дешевое топливо для отопления. То есть если раньше мы отапливались либо центральным отоплением, либо мы отапливались допустим, привозными каким-то углем или еще что-нибудь, то газ это был самый дешевый вид отопления, потому что центральное отопление это дорого, особенно если зимой эти тарифы опять же перекладываются на лето, то есть ты постоянно платишь, то газовому отоплению ты подключаешь, сам регулируешь свое тепло и за счет этого получаешь достаточно большую экономию. Сейчас же получается за счет такого кратного повышения, но эта экономия начинает вымываться. Естественно, ты уже полностью систему отопления поменял на газ, закупил газовое оборудование, поставил газовые котлы, поставил газовые обогреватели. И тут обратно это уже экономически даже невыгодно возвращать. Это, как всегда, перелаживание денег из одного в другой карман. То есть для населения они повысить тариф не могут, так как население у нас защищено законодательно. А для предпринимателей повысить можно. И говорю, интересно, практика с этого года о том, что тариф разбился на, допустим, для населения и для иных потребителей. И для иных потребителей мы видим повышение, как я говорил, на 30%, а для населения 3-4%. И опять же, по транспортировке, если возвращаться, мы даже видим для населения снижение
тарифа. А для предпринимателей мы видим 20-кратное увеличение. В частности, вот уже предприниматели в этом месяце получили платежки новые, и да, увеличен тариф на 25%. И в самом письме у нас, получается, Сахатранснефтегаз прикрывается указом УФАСа. То есть, если вы считаете о том, что что-то мы сделали, то обращайтесь в УФАС. Хотя мы все понимаем о том, что, естественно, именно как бы энергоснабжающая организация заинтересована в повышении тарифа, и она защищает этот тариф в управлении УФАС. То есть получается, они доказали УФАСу каким-то образом, что нужно повысить этот тариф в разы. А страдает в этом опять получается предприниматель и конечный потребитель. Не специалист в этих подзаконных нормативных правовых актах, приказах очень разобраться, в формулах особенно, порядка формирования тарифов очень сложно. И отстаивать это тоже достаточно сложно. Допустим, если сегодня нам это обосновали о том, что УФАС не разрешал на протяжении какого-то времени включить амортизационные отчисления, то опять же, почему они вдруг разрешили их включить? И если даже мы разберемся в амортизационных отчислениях, то в следующем году нам скажут, а УФАС нам разрешил повысить там коэффициент по транспортировке, либо еще какой-нибудь там на 1,2 или еще что-нибудь. И в результате опять тариф вырастет. Поэтому здесь необходимо комплексно подходить. Мы считаем, что здесь именно законодательные рычаги регулирования тарифов нужно искать. У нас беда в том, что многие наши государственные предприятия привыкли с бюджета получать деньги, а работать не хотят. Вот немножко мы сейчас поправляем эту ситуацию, потому что каждый должен научиться зарабатывать и приносить плюс. Акцент вот делаем сильный сегодня на Сахатранснефтегаз, потому что это будет основополагающее предприятие в развитии нашей республики. Вроде бы республика с газом, а в дома вот многие я прихожу, смотрю, все на электроплитах, либо на дровах. Я вот жил в Советском Союзе, у нас в доме у всех были баллоны с газом. Почему сегодня нету в Якутии баллонов с газом? Выясняется, что, оказывается, было тут раньше производство баллонов, потом оно рухнуло. Я говорю, давайте создадим эту систему, восстановим. Поставили задачу, глава нам поставил, давайте восстанавливайте, делайте, потому что сегодня нужно газифицировать всю республику, дать возможность жить. Мы сейчас подготовили письмо в Министерство экономики и в опору России, чтобы этот вопрос можно было поднять не только на республиканском, но и на федеральном уровне. Почему? Потому что это повышение тарифа, он опять же утвержден управлением УФАСом. А УФАС это у нас федеральный орган. И подготовили это же письмо, продублируем в Министерство экономического развития Российской Федерации. Ну и здесь также мы начали работу с прокуратурой Республики Саха-Якутия, им тоже письмо направили, и вот в этой части будем смотреть